Вряд ли найдется человек, который не слышал о том, что существует уникальная книга рекордов Гиннесса. Она стала одной из самых тиражируемых в мире. Популярность ее невероятно высока, и это неудивительно. Ведь в этом интереснейшем издании собрано все самое-самое. Величайшее достижение человечества, уникальные природные явления и курьезы, мировые рекорды. Здесь можно найти точные сведения о самом высоком человеке в мире, о самой большой плитке шоколада, о самых разрушительных природных катастрофах или о самом продолжительном поцелуе. Кому же пришла в голову идея издавать книгу рекордов? Оказывается, все дело в пиве. В 1759 году Артур Гиннесс в Дублине открыл первую пивоварню. На одном из званых ужинов Хью Бивер, директор-распорядитель компании Гиннесс, затеял спор. Он убеждал охотников, что золотая аржанка – самая быстрая птица во всей Европе. Такого рода дискуссии возникали не раз. Кто-то из гостей заметил, сложно разрешить спор, когда нет одного достоверного источника информации. Все поддержали эту идею, а младший пивовар Крис Чатуэй посоветовал привлечь двух братьев-близнецов, Росса и Норриса Макуиртера, которые могли заняться сбором подобной информации. В нашей стране издается своя книга рекордов, в которую включают как мировые достижения россиян, так и достижения общенационального характера. Есть в этой книге и рекорды, установленные в нашей республике. Свой подарок на 90-летие государственности Коми сделали автолюбители из клуба «Подорожник». Экстремалы впервые на машинах преодолели путь от Воркуты до Сыктывкара. Экспедиция стала самым протяженным автопробегом по северному бездорожью страны и вошла в книгу рекордов России. Сделать это пытались многие, но получилось только летом 2011 года. От Воркуты до Сыктывкара по прямой 900 километров. В среднем это расстояние можно преодолеть часов за 12. Но это если трасса хорошая. Совсем другое дело – тайга, болото и тундра. Участники автоклуба «Подорожник» на путь из столицы мира в столицу республики потратили более 2 недель. Вот они, эти 6 смелых. Бывало, машины чуть не переворачивались. Броды через реки с огромными подъемами метров по 40, глинистыми. Просто представляешь, если ты поднялся хотя бы наполовину, и что-то вдруг случилось, и машина покатилась вниз, то там мало не покажется. Полторы тысячи километров на 2 машинах УАЗ. Самым сложным оказался путь до Усинска. По нефтяным зимникам и торфяным топям экспедиция ползла с максимальной скоростью 15 километров в день. Вот и первое обещанное болото. Антоха пошел мимо колеи, прошел нормально. Сейчас вот пытается меня достать. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много что мне снять, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Это даже проползом не назовешь, вот, потому что реально приходилось в одной машине ехать, пробивать там какой-то маршрутик. Если удавалось, слава богу, вторая машина уже была на привязи на лебедке, поднималась по этой же части. Если не удавалось пройти первой машине, вторая ее тащила назад. И так вот
тыкались, искали более-менее нормальные проходы. То есть лебедками пользовались постоянно. Данные о рекорде сыктывкарские экстремалы отправили в Книгу рекордов России. В московском представительстве Гиннесса успех коми-автолюбителей зачли официально. Доказательная база была признана в целом соответствующей правилам. Теперь на основании принятого решения рекордсмены будут добиваться признания этого достижения Книгой рекордов Гиннесса. Для этого требуется отдельная и более сложная процедура. Тактика прохождения препятствий была такова. Два автомобиля одновременно не проходили препятствия. Один пробовал, другой его страховал и находился сзади. При необходимости, чтобы всегда была возможность вытащить автомобиль назад и так далее. Соответственно, вот так вот по очереди каждое препятствие проходили. Была одна или две ситуации, когда мы застревали оба, но, слава богу, на не слишком большом расстоянии и друг для друга якорем все-таки вот служили. Но мы старались таких ситуаций все-таки не допускать, это было реально опасно. В Книгу рекордов России попала и тонна салата оливье, который приготовили на Стефановской площади в Сыктывкаре в 2009 году на Георгиевской ярмарке. За 1,5 часа 20 поваров замесили больше тонны салата. Все действия фиксировали на фото и видеокамеры. 200 килограммов картошки, колбасы, огурцов, майонеза, 150 кило яиц, 100 горошка, по 10 соли и зелени. Повара в поте лица трудились всю ночь накануне. Здесь резать нет условий, все это было сделано в сертифицированной столовой. Здесь мы будем только делать салат, иначе бы нам пришлось бы с вами тут пару дней просидеть. Между прочим, установить аналогичный рекорд пытались москвичи. Они получили от Гиннесса порядковый номер, но в последний момент по неизвестным причинам от кулинарного шоу отказались. Сыктывкарцы сдаваться без боя не стали. Гигантского салата хватило на 5000 порций. Самая большая в мире плошка оливье разошлась мгновенно. Попробовать мировое достижение на вкус хотелось каждому. А вот 10-метровый печорский рыбник. Этот кулинарный шедевр попал не только в Книгу рекордов России, но и в мировой справочник Гиннесса. Его испекли в 2010-м на празднике, посвященном 215-летию деревни Усть-Кожва, Игню Республики. 11-метровую печь сделали специально для чудо-пирога. К изготовлению рекордной выпечки подошли с особой осторожностью. Я вас очень прошу, не спешите. У нас нету на время ничего, да? Нам нужно здесь тепло, нам нужно все сделать красиво. Над пирогом повара работали с 6 утра. Сначала замесили тесто, затем разделали рыбу. Все это перевезли через Печору и разложили в специальные палатки. Использовано 44 килограмма 100 грамм семги. Это вес нетто, уже разделанный без костей. В готовом виде завесили тесто было 72 килограмма. Пирог поместили в печь, и через час он был готов. За всеми этапами наблюдали независимые эксперты. Они замерили длину и попробовали черенянь на вкус. Пирог соответствует заявленным требованиям. Очень вкусно. Хорошо пропекся. Возможно, в Российскую книгу рекордов страны попадет и наша северная околица. Сыктывкарский ансамбль песни выступил в июле 2012 года на фестивале славянского искусства «Русское поле». Кульминацией праздника стало выступление многотысячного хора. Все участники «Русского поля» пели одновременно. Сами артисты считают, такого большого хора в России еще не было. Станет ли это рекордом страны, будет решать редакция издания.
В Книгу рекордов России свой вклад внес и наш регион. Причем достижения посвящались дню рождения республики. В целом же в мире превзойти других чаще всего пытаются 8 ноября. Именно тогда жители других стран отмечают День рекордов Гиннесса.